В эфире «Актуальное интервью». В работу по оказанию помощи пострадавшим от паводка с первых дней активно включилась общественность. Эти действия на днях прокомментировал и руководитель региона Егор Борисов. Цитата: «Хочется довести благодарность до жителей всей республики и столицы до землячеств, до конкретных учреждений и организаций. Общественность поняла всю сложившуюся ситуацию. Инициатива организации гуманитарной помощи пострадавшим от паводка исходит от самого общества. Это очень важно. И уже сейчас эта помощь подходит до пострадавших района». Конец цитаты. А сегодня у нас в гостях министр по развитию институтов гражданского общества Якутии Анатолий Бравин. И поговорим мы на тему участия общественности республики в оказании помощи пострадавшим от весеннего аномального паводка. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. И первый вопрос: как общественность региона включилась в работу по оказанию помощи пострадавшим? Здравствуйте. С самого начала, как только пошли первые известия о том, что вот этот паводок начал распространяться с такой скоростью, и стихия начала наносить очень большой урон прежде всего населению республики, сразу же одновременно откликнулись и общественники, потому что тут же начались звонки, тут же пошли люди, представители прежде всего землячеств, это представители юристов, юридическое сообщество республики откликнулось сразу же. То есть не нужно было ни звонить, ни специально создавать, проводить какие-то мероприятия. То есть это действительно голос общественности и желание людей как-то помочь, как-то поучаствовать в том, чтобы хоть как-то облегчить участь от тех, кто пострадал. И здесь можно говорить и вот я говорил уже о сообществе юристов, это участники системы бесплатной юридической помощи, откликнулись. Вот они прежде всего откликнулись сразу же, потому что по опыту прежних лет, они прямо мне так и говорили, по опыту прежних лет очень важно с самого начала регулировать чисто правовые вопросы, статусные вопросы. Вот, относительно формирования списков пострадавших, вот это тоже очень важно. И, конечно, без юристов там было бы очень сложно. Это, конечно, землячество. Надо тут отдать должное. Сразу же откликнулось амгинское землячество. Ну, как откликнулось? Они начали проводить, организаторы, работу среди общественности, и, безусловно, тут же начали откликаться и представители вот амгинского района, живущие у нас в Якутске, да и в других районах, улусах республики. Это усьмайское землячество очень активно включилось. У нас министерство превратилось тогда, в те дни, вот первые дни, когда все это происходило, превратилось практически в такой, ну, скажем, такой штаб оперативный. Почему? Потому что у нас с самого утра раннего и до поздней ночи, значит, несколько кабинетов были заняты под то, что вот общественники там заседали, мы отдавали кабинеты с тем, чтобы они там организовывали оттуда какую-то системную работу. Во-первых, прежде всего, связь с земляками, это организация, значит, какой-то оперативного консультирования, что делать, как быть в этой ситуации. Тут же оценка каких-то потребностей в результате вот нанесенного ущерба подсчитывалась. То есть это все с колес происходило вот буквально так, благодаря вот прежде всего землячествам. То есть это не мы делали, это делали представители общественности, которые хотели вот поучаствовать, принести какую-то пользу. Вот, то есть, действительно, вот Егор Афанасьевич с самого начала, вот, когда вот говорил, и вот в этот раз вот он сказал о роли общественности, то это абсолютно правда, так оно и было на самом деле. Как именно Минобщество республики взаимодействовало с гражданскими активистами, кроме того, что вы организовывали штаб, и интересуют именно конкретные действия, какие вы принимали? Ну, на самом деле наша задача была не в том, чтобы что-то инициировать. Инициация, она происходила прямо от самих людей, от общественности, да? То наша задача была создать какие-то условия, как-то вот организовать этот процесс, чтобы он не был пущен на самотек, организовать какие-то линии связи, взаимодействовать с комиссией по чрезвычайной ситуации
правительства с тем, чтобы вот выделять вертолеты, места в вертолетах под грузы, под гуманитарную помощь. Вот. Отправлять наших специалистов и общественников на места с тем, чтобы организовать работу там по формированию списков пострадавших, по оказанию первой юридической помощи, потребность которой была очень велика. Вот даже вот я говорил про юридическое сообщество, сообщество юристов. Они же вот сразу же пришли ко мне, как-то стихийно образовалось вот это вот совещание, и там представители практически всех, кстати, органов власти, представители каких-то других организаций, учреждений, не обязательно государственных, они приходили, тоже предлагали свою помощь, поддержку. И фактически тогда необходимо было поднять действующее законодательство, подходит оно, насколько вписывается нынешняя ситуация в действующие нормативы, и в соответствии с ним организовать вот эти первые шаги. Значит, в первые же дни образовали сразу же группы поддержки, юридической поддержки, я сейчас об этом говорю, да, юридической поддержки. На местах, это, конечно, мы опирались на юристов администрации, на глав юристов администрации. Значит, и вот те, о ком я говорил, те, что в Якутске, да, юристы, образовали группы, в том числе и в мессенджерах, в WhatsApp, профессиональное сообщество юристов, несколько групп, где, значит, слишком много, вначале организовали общие, но слишком много, очень много вопросов пошло, и поэтому разделили группы конкретно по районам. То есть у нас была образована группа «Бесплатная юридическая помощь Амгау Усалдан», бесплатная юридическая помощь группа Татта, Мегин Кангаласки, бесплатная юридическая помощь Усть-Мая, да, вот, тематические группы, и там уже работа пошла более такая прицельная. То есть наши общественники и прежде всего вот юристы, они собирали вопросы, которые поступали от населения. Эти вопросы закидывались сразу же в группы, и на них оперативно формировались ответы. Всего таких ответов вот на сегодняшний день где-то в порядка около 100 таких вопросов поступало. Ну, тех, которые требовали такой коллективной работы юристов. То есть они обсуждали между собой в группах то, что нужно, как нужно поступать. И в конечном итоге выдавали вот ответ, рекомендацию, как поступать в этой ситуации. И где-то около 300, даже больше вопросов. И сейчас они продолжают поступать вопросов, тоже правового, юридического характера, но на них ответы уже не требовали вот такой большой коллективной работы. Но основной темой, наверное, все же стало, как оформить правильно документы, чтобы получить материальную помощь по паводку. Конечно. То есть таких тем было несколько. Вот я даже здесь вот подготовил. Значит, это на первом месте, конечно, это вопросы, связанные, как получить материальную помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, о включении в списки пострадавших от наводнения, о действиях граждан, которые надо предпринимать в связи с утратой при получении отказа о включении в списки пострадавших, потому что такие, к сожалению, тоже есть примеры. Есть имущество, оно утрачено в результате паводка, но нет прописки, допустим, да, регистрации, вернее. И другие модификации вот именно вот этой вот проблемы. Там были вопросы о том, чтобы о восстановлении утраченных документов, да, о порядке осуществления оценки ущерба нанесенного, да, о возмещении ущерба за погибший скот. И вот в первые же дни, вот как только информация пошла, а уже на второй день активизировалась сеть МФЦ на местах, и, значит, представители МФЦ также выезжали в некоторые районы, там, где не хватало своих сил, и через них усиленно, централизованно шла работа тоже вот с населением в части, вот, прежде всего, понятное дело, это документы, да, по документам. Вот. Очень большую поддержку, конечно, оказали юристы, работу юристы местных районных администраций. Им большое спасибо. Они, не покладая рук, внимательно очень, и днем, и ночью они фактически вот работали в наших группах. Вот. И, конечно, я уже выражал благодарность юристам нашим, вот те, кто вот здесь, в Якутске, работали в этих группах, которые тоже вот очень активно участвовали в этих вопросах. Видите, как нанесен ущерб большой, это природная стихия, да,
да. А на первом месте вопросы, связанные, сразу же возникают вопросы юридического, правового характера. А помимо вопросов юридического характера, которые вы принимали в мессенджерах, вы сейчас поддерживаете связь с активистами, которые находятся в районах, и с самими пострадавшими? Конечно. Но вот смотрите, вот первая часть работы, она заключалась в том, чтобы вот собирать и отвечать оперативно. Почему эти группы это создали? Потому что вопросы идут, на них надо быстро реагировать, отвечать на них. А вторая часть работы, уже системная работа, уже она связана с работой КЧС и правительства, и по прямому поручению уже Егора Афанасьевича, когда вот вода уходит, начинается подсчет ущерба, и когда возникают вот эти ситуации жизненные, вот когда вот нет регистрации по месту, а ущерб нанесен большой, значит, и вот в этот момент как раз-таки уже нужна системная работа по составлению списков, да, уже по видам, потому что вот по видам той помощи, которая будет оказываться, потому что, ну как без списков эту помощь оказать? Конечно, все это формируется сразу же вот с помощью, вот, прежде всего, районных, местных администраций и вот при поддержке юридического сообщества. Сейчас вот непосредственно в АМГЕ у нас сейчас 2 представителя, потому что там уже, ну там же это самый первый район, где произошло это. Вот, и сейчас они уже, вот эта работа восстановительная, она вот началась сейчас уже, ну, более, скажем так, раньше, да, и вот сейчас там 2 юриста работают, и, значит, прямо на местах. Вот Чапчелгане сейчас вот выезжали, вчера выезжала, сегодня выезжала у нас. То есть, если говорить коротко, в ближайшее время вы будете заниматься тем, чтобы вести подсчет нанесенного ущерба, а потом задуматься о том, ну, как и из каких... Да, совершенно верно. Но подсчитываем не мы, а мы вот уже по итогам вот этого проведенного подсчета уже там организуется профессиональная поддержка, правовая, юридическая, в части вот того, какие документы собрать, как собрать, кому обратиться, значит, какие права там, обязанности, что поступать, обращение в суды, допустим, связанное с тем, что, допустим, отказано в получении материальной помощи, да, ну, то есть это же без юристов же не обойти здесь. Ну вот мы благодарим очень адвокатскую палату, которая откликнулась сразу же тоже, и сейчас они участвуют в этой работе, адвокаты на местах, то есть они принимают участие. Почему? Потому что судебный разбор, они неминуемые, и вот адвокаты, конечно, принимают участие на стороне пострадавших. Анатолий Дмитриевич, у вас очень коротко есть возможность пожелать в адрес граждан, пострадавшим от весеннего паводка, и пожелать им то, что вы хотите. Да, я бы хотел сказать о том, что у нас работает по сбору гуманитарной помощи Амгинское землячество, работает Усьмайское землячество, значит, Татинское землячество, Хангаласское землячество, Усалданское, сейчас Кобяйское землячество, сейчас они начинают работать. Вот, и все это продолжается. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Прошу граждан, якутян откликаться и по возможности оказывать поддержку. Все это дойдет до мест обязательно, до пострадавших. Спасибо большое вам за помощь, за поддержку, и мы надеемся, что все это будет продолжено и дальше. Анатолий Дмитриевич, спасибо, что поговорили с нами. Это было актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.